Тревоги о том, к чему приведут выборы при учете 9% порога, в последнее время главная тема политики. О последствиях этой высоченной планки не говорил только самый ленивый политик. Барьер в 9% – это 180 тысяч голосов, набрать которые, если говорить с точки зрения практики, не смогут не только молодые партии с новыми незнакомыми лицами, но и давние некрупные объединения, которые уже донесли свое мировоззрение развития государства населению. Порог пропустит в парламент 7-го созыва лишь 2, максимум 3 партии с большими финансовыми возможностями, которые позволят им провести широкомасштабную пиар-кампанию. Но от такого парламента, увы, люди устали. Поэтому норму о 9%, которую действующие народные избранники сами же и приняли 2 года назад, теперь хотят отменить. 9% снизить до 5%. Если выборы пройдут по 9% порогу, то около 59% избирателей могут не увидеть своих представителей в парламенте нашей страны. Соответственно, а 7% это, соответственно, больше 51%, если меня сейчас память не изменяет. На Украине, в Армении, в Грузии, во многих других странах происходит естественная смена элит. К этому приходит кто-то путем пеших маршей, бархатных революций, кто-то приходит эволюционным демократическим путем. Соответственно, мы хотим через честные, прозрачные выборы обеспечить многополярный доступ политических партий в парламенте нашей страны. Официальная версия, которая озвучилась тогда, в 2017 году, это крепкое долговечное правительство, которое напрямую зависит от коалиции в парламенте. Меньше партий, реже споры, тверже союз. Из-за частой смены Кабмина даже международные партнеры стали говорить, что работать с Кыргызстаном им сложно. Но для цивилизованного мира это нонсенс. Дела государственные в продвинутых демократиях, даже там, где много партий, решаются компромиссно, иначе такой несговорчивый состав быстро покинет стены парламента. И те слои населения, которые уже смогли протолкнуть своих представителей, не захотят терять эту площадку. Однако в нашей политике свой менталитет. Можно сделать, как во многих странах, там почти до 3%, да? Но мы уже посмотрели 2 созыва, что чем больше будет в парламенте фракций, тем больше будет неустойчивость. Каждая фракция будет защищать свои интересы, будут свои интересы, что там, как, ну это не секрет. Да, да. Начнется там, скажем, из-под полы все, значит, торговаться и так далее. Да? По некоторым подсчетам, при 9%, пусть даже 3 партии, получив 600 тысяч голосов, представят в парламенте половину активно голосующего населения. Ровно столько же кыргызстанцев, отдавших свои голоса за другие партии, по 50 тысяч, по 80, по 100 и даже 179 тысяч голосов, окажутся без своих представителей в Джугурку-Кенеше. Монополизация власти – это не что иное, как отсечение всех партий, которые не успели встать на ноги, у которых нет материальных ресурсов, которые представляют какую-то определенную категорию граждан, там, молодежи там, или женщин. Они не смогут преодолеть этот барьер. Однозначно. Монополизацию власти насильственным путем нельзя добиваться. Это нужно многие годы. И самое главное, эта организация должна показать народу, что она достойно будет работать во имя расцвета государства. От количества партий это не зависит? Это не зависит, это процесс естественный. Эта статистика вспоминается уже не в первый раз. В Европе избирательный порог от 1 до 5%. Так, в Германии 5%, в Нидерландах 0,67%, в Норвегии и Швеции 4%, в Израиле чуть более 3%, и только в Турции 10%. Но там возможно объединяться в политические блоки. Это меняет условия игры. По СНГ в Армении 3%, в Грузии, в Прибалтике, в Молдове, в России и Украине 5% и в Казахстане 7%. Эксперты говорят, что высокий барьер на выборах, если и приводит к укрупнению, то только к фиктивному с целью объединить электорат. Так называемый брак по расчету. Но здесь мнения неоднозначны. Мы должны к этому прийти эволюционным путем. То есть у нас должны быть партии, которые должны пройти все, как говорится на английском, step-by-step. То есть мы должны пройти все эти болезни роста. Пусть это будут мелкие, разрозненные партии, но мы должны прийти к политической культуре строительства, партийного строительства. И второе, когда мы искусственно хотим объединить эти партии, оно получит ту же форму, которую вы сказали. То есть они будут объединяться в блоки, блоки запрещены, но они могут объединяться только для цели получения мандата. Сегодня есть возможность у нас объединяться, потому что, может быть, мелким партиям сегодня не по силам, но просто ради чего-то там принимать участие, понимаете, лишь бы любым путем попасть в парламент. А если ты идешь в парламент, если есть у тебя, твоей партии, я сейчас так говорю образно, есть какая-то программа, как они собираются, там 3-4 человека решать.
Поэтому, если есть программа, если придет какая-то партия, и мы с нее должны спрашивать, и ответственность должна быть, понимаете? А не так каждый раз будоражить, каждый раз, скажем, значит, мягко говоря, обманывать избирателей, лишь бы стать, значит, депутатом. Впрочем, это не единственное препятствие гласа народа на пути в главный орган власти. Второй препон – это деньги. И теперь уже речь не про расценки за место в первой двадцатке списка тех 3 потенциальных партий-победителей. Речь идет об избирательном залоге для партий. Избирательный залог был увеличен с 1 миллиона до 5 миллионов. Мы тоже предложили снизить его до 1 миллиона, потому что надо быть, все должно быть соразмерно. Например, депутат с большим стажем государственной службы, получая около 40 тысяч зарплат. И вот надо исходить, что если я буду вкладывать в казну избирательный залог партии там 100, 200, 300 тысяч, это должно соразмерно быть. А извините, если я нигде не работаю, вдруг я 5 миллионов собрал с неработающих людей, это будет абсурдно смотреть. Это априори уже как преступник. Авторы уверены, что встретят в ходе дискуссии в депутатском корпусе не слабое сопротивление. И есть достаточно состоятельные политики, имеющие не только деньги, но и стаж. Тем более, что уже многие из таковых откровенно заявляют, что Джугурку-Кенеш – место для сытых и успешных. Елена Яковлева, Нурбек Капаров, НТС.